Продолжает наш эфир итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Для тушения лесных пожаров в Якутию прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы из Владивостока и Хабаровска. В какие районы их направят? Район, отвечающий всем современным требованиям комфортной городской среды, в Якутске заложили первую сваю нового микрорайона «Звездный». Алданцы активно заключают соцконтракты. Сколько квот получил Алданский район в этом году? Вакцинация собак и кошек от бешенства началась в Ленске. Ветеринарная служба будет выезжать в том числе и по отдаленным микрорайонам. Впервые в Нерюнгре состоялся онлайн-забег «Зеленый марафон». Сколько было посажено деревьев? Главам районов Якутии поручено усилить работу по профилактике и предотвращению пожаров. На территории Лесного фонда республики проводятся работы по тушению 22 возгораний общей площадью, пройденной огнем, более 3000 гектаров. Борьбу с пожарами ведут 1600 человек и 200 единиц техники. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко в режиме видеоконференц-связи провел совещание по вопросу лесопожарной обстановки, где подчеркнул необходимость усиления работ в Вилюйской группе улусов. Кроме того, поручено восстановить связь в поселках Верхневилюйского района, где из-за лесных пожаров отсутствует электроэнергия. Для оказания помощи в тушении природных пожаров в Якутию прибыли приморские и хабаровские десантники-парашютисты. Всего 120 человек. Первую группу в аэропорту встретил наш корреспондент Петр Васильев. Сегодня на тушении 31 лесного пожара в Якутии работает более 1700 человек. Парашютисты, десантники, Якутская федеральная авиалесоохрана, работники лесных пожарных станций, местное население и силы МЧС, а также 200 единиц наземной техники. Приморские специалисты авиалесоохраны и хабаровские десантники-парашютисты, всего 180 человек, прибыли в Якутию для оказания помощи в тушении природных пожаров. Двумя бортами опытных бойцов с огненной стихии доставили в аэропорты Якутска и Мирного. Сейчас нас прибыло 49, еще должны прибыть 6 человек. Все, обмундирование, все имеется, средства имеются, готовы к работе. Предварительно где-то дней 20-25. Тушение лесных пожаров, помощь. 120 из них направят в Нюрбинский, где действует 3 очага природных пожаров, и Сунтарский районы. Оставшихся 60 дислоцируют в Верхневилюйский район, где действует особый противопожарный режим. Тушат якутские лесные пожары не только с земли, но и с воздуха. На помощь пришли порядка 20 бортов. Вертолетами 8, самолеты Ан-2 и Тундра, ну и, конечно же, самолет-амфибия Б-200. Только за сегодняшний день он сбросил на очаги в Сунтарском районе свыше 100 тонн воды. Для разведки обстановки, переброски парашютистов-десантников, доставки им продуктов питания, топлива для бензопил и генераторов привлекли 14 самолетов и вертолетов. Как сообщили в ЯОГМС, в ближайшие сутки на территории ряда центральных и вилюйских групп районов ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В связи с этим сохраняется вероятность перехода огня от лесных пожаров на территории населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов. Все пожары, действующие пожары в Вилюйской группе районов находятся под контролем. Оперативная группа ИКЧС районов работает слаженно. Принимаются соответствующие оперативные и управленческие решения, чтобы снизить угрозу лесных пожаров. Основной причиной возгораний в лесах стали пал травы, незатушенные костры и сухие грозы. Специалисты в очередной раз напоминают, при нахождении на природе необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и следить за открытым огнем. Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск.
Энергетики восстанавливают линии электропередачи, пострадавшие от природных пожаров в Вилюйской группе районов. Сообщается, что в настоящее время работы идут на участке Нюрба-Онхой. Линию ввели в работу после восстановления накануне, однако угроза повреждения ее огнем все еще сохраняется. Также энергетики проведут восстановление ЛЭП-Мар-Онхой, на которой сгорели 3 опоры и повреждены еще 5. По данной линии ограничения электроснабжения нет. Восстановительные работы ведут и на высоковольтной линии Далыр-Харбала. Там сгорели 2 опоры, еще 3 повреждены частично. А в столичном районе ДСК заложили первую сваю нового будущего микрорайона «Звездный». Участие в мероприятии приняли члены правительства, а также представители застройщика Республиканского ипотечного агентства. Предполагается, что новый микрорайон будет отвечать всем современным требованиям формирования комфортной городской среды. Общая стоимость проекта составляет более 27 миллионов рублей. Ульяна Шагина подробнее. Новый микрорайон «Звездный» призван развивать южную часть Якутска. Это отдаленный район ДСК, который в ближайшем будущем должен стать одним из самых современных территорий столицы. Первый квартал в городе Якутске, где мы его видим, что это развитие города в южную часть. По всем канонам современного строительного подхода, со всеми новыми технологиями, со всеми новыми требованиями, которые сейчас есть уже по развитию города, по мастер-планированию. Это квартал, собственно говоря, является таким первым проектом. На территории 70 гектаров строительство начнется уже с сегодняшнего дня. В будущем году здесь появятся первые 7 домов для участников программы переселения. И это только первая очередь. В целом же новый квартал – это 66 малоэтажных домов и 11 тысяч человек, которые будут жить в максимально комфортных условиях. Здесь у нас планируется поликлиника на 600 посещений, крытый хоккейный корт с универсальным спортивным залом, также 2 школы по 990 мест, 2 детских сада по 315 мест, ну и также аллеи, парки, скверы. Новый век диктует новые правила, так что в этом микрорайоне будет все для удобства в первую очередь жильцов. К примеру, будут обыгрывать вот это озеро. В скором времени по этой набережной будут гулять жильцы нового микрорайона. Это не единственный проект, который будет здесь реализован. Очень интересные планировочные решения и самих жилых домов. Здесь обеспечение полностью необходимое параметрами застройки. Это парковочные места, дворовые территории без машин. То есть здесь очень много интересных решений. Республиканское ипотечное агентство, они как раз разработали первый мастер-план в республике именно под комплексную застройку. Сегодня в соответствии с этим законом мы будем уже при принятии решения о комплексном развитии кварталов и города Якутска, и в других городах республики именно требовать соответствия стандартам комплексной застройки, и они, как правило, разрабатываются именно на стадии мастер-планирования. Для города, имеющего дефицит многоквартирного строительства, новый микрорайон – решение проблемы. Помимо программы переселения, застройщик планирует активно работать и по дальневосточной ипотеке. В этой части главная задача – снизить стоимость квадратного метра будущих объектов. Решением проблемы станет участие РИА в различных дальневосточных программах для финансирования как раз-таки инфраструктурной части микрорайона. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. С 8 по 10 июня в Якутске будет проводиться испытание тепловых сетей повышенным давлением. Первый этап прошел в городе с 1 по 3 числа. Испытания запланированы на протяжении почти 500 километров тепловых сетей. Далее предстоит осуществить капитальный ремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения, произвести замену участков тепловых сетей и оборудования котельных, говорится в сообщении. Окружная администрация Якутска напоминает горожанам, что в городе до 15 июня продлены режим повышенной готовности и действия ограничительных мер. В связи с этим городской пляж на 202 микрорайоне сможет открыться при фиксации устойчивого снижения уровня заболеваемости COVID-19 и официального смягчения или снятия объявленных ранее ограничений. На сегодняшний день городской пляж официально закрыт для посещения, и купание может представлять опасность для жизни и здоровья горожан. На пляже в данное время продолжается подготовка к летнему сезону. До распространения коронавируса ежегодно пляж открывался в 20-х числах июня.
Сейчас к эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации. Из них в Якутске 63 случая, по 4 заболевших в Ленском и Мегино-Кангаласском районах, по 3 в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Сунтарском, Усть-Алданском и Хангаласском. Еще в 5 районах заболели 1-2 человека. За сутки региональные лаборатории провели свыше 1500 исследований на ковид. Что хотелось бы сказать по вакцинации. Очень часто возникают вопросы нужно ли, необходимо сдавать ИФА или ИХА исследования при первой дозе вакцинации. Однозначно можем сказать, что этого делать не следует, потому что ИФА определяет только коэффициент позитивности, который не дает не оценивает состояние вашего иммунитета. Он больше нужен для проверки коллективного иммунитета, для данных Роспотребнадзора, либо для того, чтобы понимать, какая стадия заболевания непосредственно для лечебного процесса. Еще раз повторю, он не оценивает состояние вашего иммунитета на той или иной период времени. Более правильнее сдавать именно ИФА после того, как вы завершили курс вакцинации через 21 день, для того, чтобы посмотреть иммунную напряженность вашего организма. Кроме того, также на сайты и различные средства массовой информации поступают вопросы о том, влияет ли вакцинация на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. Можем достоверно ответить, потому что сегодня научные изыскания уже есть, проверки в этой части тоже проводились. Никаких влияний на репродуктивную систему вакцинация не влияет. Помимо этого, также были вопросы о том, есть ли необходимость прививаться, если вы переболели ковидом, в том числе, если вы находитесь в нашем федеральном портале. Да, вакцинация обязательно. Если вы переболели в легкой степени, то это через 3 месяца. Если переболели в тяжелой, через 6 месяцев вы можете прийти вакцинироваться. И также с хроническими заболеваниями, если они находятся в стадии обострения, также можно принимать вакцинацию. Сахтуймады пройдет в дистанционном формате. Оперативный штаб Якутска объявил, что по требованию Роспотребнадзора отменено проведение городского национального праздника Сахтуймады в очной форме. Данное решение в первую очередь призвано обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения столицы. До 60% всех заболевших в республике приходится на город Якутск. При этом темпы вакцинации населения снижаются. Морфологическая диагностика в онкологии. Научно-практическую школу под таким названием запустили в Якутске. Врачи онкодиспансера совместно с российскими коллегами будут обмениваться опытом по раннему диагностированию раковых клеток, микроскопическому исследованию опухолей и по проблемам цитологии. Проводят исследования по предопухолевым поражениям, выявляют метастазы и рецидивы. В год лаборанты совершают более 20 тысяч исследований. К сожалению, и в Республике Саха, и в нашей стране в целом доля запущенных раков может достигать до 50%. И поэтому, несомненно, наиболее актуально это своевременное выявление ранних предопухолевых процессов. Сегодня мы разбираем в основном это выявление предопухолевых процессов патологии женской половой сферы. Заболеваемость раком шейки матки растет повсеместно не только в Республике Саха, в том числе и Российской Федерации, связано в основном с тем, что существуют некоторые проблемы в ранней диагностике предопухолевых процессов. Дни Якутии стартовали сегодня в Татарстане. В рамках мероприятия до 11 июня планируется подписание ряда соглашений. Также пройдет презентация инвестиционного, инновационного и туристского потенциалов республики, демонстрация и реализация продукции товаропроизводителей бренда «Сделано в Якутии», развитие деловых и научных связей. Сегодня в Казанском федеральном университете пройдет круглый стол, посвященный перспективным направлениям взаимодействия республик в области биофармации, материаловедения, недропользования, развития языков и культуры народов России. Приемная кампания в СВФУ в этом году будет проходить в дистанционном формате и начнется 20 июня. Главный вуз региона выделит более 4000 бюджетных мест. Документы для поступления в университет принимаются в дистанционном формате. Есть несколько способов. Через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, через портал госуслуг, через Почту России и сервис «Поступи в вуз онлайн». Так, в этом вопросе кампания будет похожа на прошлогоднюю. Популярными направлениями у бюджетников остались IT-сфера, медицина, экономика и юриспруденция.
В этом году у нас, согласно порядку приема, каждый абитуриент, который желает поступить на программу бакалавриата и специалитета, имеет право подать не более чем 5 вузов по Российской Федерации. И в каждом из вузов имеется определенное количество направлений подготовки и то есть и программ. Ну, получается, в нашем вузе, у нас в головном вузе будет предоставлена возможность подачи заявления не более чем по 5 образовательным программам. И в каждом филиале не более чем по 3 образовательным программам. То есть у абитуриента будет достаточное количество выбора. Алданцы активно заключают соцконтракты. Средства можно направлять на открытие собственного дела, развитие сельского хозяйства и поддержку малоимущих. В этом году Алданский район получил 33 квоты. Татьяна Вахнина расскажет о правах и обязанностях получателей. Постоянные единовременные выплаты, адресная помощь. Управление соцзащиты по Алданскому району реализует более 70 мер государственной поддержки. Одним из наиболее востребованных видов является заключение социального контракта. В числе его направлений – поддержка самозанятости. Ежегодно в рамках соцконтракта несколько жителей Алданского района начинают собственное дело. Лидия Павлова и Кристина Останина открыли массажный салон в 2019 году. Заключить соцконтракт Лидии посоветовала сестра. Двоюродная сестра открыла парикмахерскую в Хатыстыре. И мне тоже посоветовала. Я думаю, ну, мне как бы это лишним не будет. Думаю, салон нужен городу. По договору гражданин получает денежную выплату в размере, соответствующем его нуждам. Механизм действия соцконтракта нацелен на то, чтобы помочь человеку выйти из кризиса. Помимо поддержки самозанятости, адресная помощь направляется на развитие сельского хозяйства. По личному подсобному хозяйству очень это эффективно, потому что люди хотят свое хозяйство держать и реализовывать. Кто мясо, кто яйца, то есть в зависимости, у кого какое направление. Некоторые именно на оленей у нас берут по этому направлению, да, кто лошадей. Соцконтракт предусматривает помощь малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На 2021 год Алданскому району было выделено 33 квоты. В договоре прописываются обязанности получателя. В течение 6 месяцев гражданин должен выполнить ряд требований. Граждане могут у нас обратиться непосредственно как для приобретение одежды для детей дошкольного и школьного образования, на лекарственное обеспечение, да, где заключается с ними непосредственно до 6 месяцев и непосредственно программа социальной адаптации. Деньги, полагающиеся гражданину по социальному контракту, невозвратны. Единственным условием является использование финансов по целевому назначению. Полученная сумма может быть потрачена только на мероприятия, прописанные в договоре. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Минтруда Республики пояснили, кто будет получать соцкарту и какие льготы будут по ней доступны. На первом этапе проекта планируется внедрение отдельных приложений единого цифрового сервиса жителей Якутии, таких как идентификационное приложение, транспортное приложение, социальный дисконт, дающий право на скидки и кэшбэки. В настоящее время в ведомстве заняты подготовкой технической и нормативной баз. Приложения на первом этапе в этом и следующем годах будут доступны для отдельных категорий населения, таких как ветераны, многодетные семьи, люди с инвалидностью. На втором этапе с 2023 по 2025 годы планируется расширение сервисов, а также категории пользователей единого цифрового сервиса жителей Якутии. Вакцинация собак и кошек от бешенства началась в Ленске. Ветеринарная служба до 9 июня будет выезжать по отдаленным микрорайонам. Светлана Балеева продолжит тему. У Александра Архипова 2 собаки и кошка. Вести всех животных в клинику очень неудобно, поэтому мужчина попросил ветеринарных врачей приехать к ним домой. Все животные у мужчины приблудные, живут за оградой, но далеко не отходят. Увидев людей в больничных халатах, псы сразу почуяли неладное и отказались подойти к хозяину. Пришлось подманивать вкусностями. Все. Тихо, тихо. Все, поймали. Считанные секунды и готово. Животные даже не почувствовали укола. Александр рассказывает, что прививает своих собак каждый год. Надо прививать. Чего их не прививать-то? Бегают же везде. Даже в вольере бы сидели, и то надо прививать. Сейчас людей все прививаются даже. Что говорить про животных? Прям неплохо же. Будь здоровы.
В день нашей съемки бригада ветврачей работала в микрорайоне Звездный. Люди подходили к месту нахождения мобильной клиники, приводили в основном собак крупных пород. К многим ветеринары выезжали на дом. Останавливаемся в каком-то определенном месте, куда хозяева приводят собак и кошек. Некоторые хозяева подъезжают на автомашине, увозят специалиста, который на выезде может привить на дому. Чаще всего это владельцы, у которых много животных. За несколько часов ветеринарные врачи привили более 30 животных. За несколько дней выездной вакцинации прививки поставлены более 300 животным. Тем, кто еще не сделал прививку от бешенства своему питомцу, ветврачи напоминают, что это можно сделать в городской ветеринарной службе в любой рабочий день. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Строительство нового пункта проката и ограждения стартовало на лыжной базе Ленского района. В мае началось запланированное строительство дополнительного здания, в котором планируют организовать пункт проката, буфет и гараж для техники. Подрядчика выбрали еще зимой, и к началу июня он уже подготовил фундамент. Всего на модернизацию лыжной базы из районного бюджета, а только в этом году выделено более 10 миллионов рублей. Отмечается, что помещение будет благоустроенное, с отоплением, водоснабжением и вентиляцией. Его площадь составит 170 квадратных метров. Новый пункт проката – это часть программы модернизации лыжной базы, которая началась 2 года назад. Впервые в Нерюнгри по инициативе Сбербанка состоялся онлайн-забег «Зеленый марафон». Эта акция приурочена ко Всемирному дню защиты окружающей среды и прошла одновременно в 180 городах России. На протяжении 9 лет Сбер объединяет активных, энергичных, неравнодушных людей на беговых дистанциях городов России. Как прошла акция в столице Южной Якутии и сколько было посажено деревьев, в материале Тамары Игнатьевой. По условиям забега желающий стартует с абсолютно любого места в городе Нерюнгри. Пробежать можно расстояние от 1 километра и больше, на свой выбор. Бежали горожане в одиночку, парами, семьями. Главное условие – зафиксировать свою пробежку в приложении «Зеленый марафон». Всем участникам забега вручили дипломы и памятный эко-сувенир. Сегодня мы с коллегами, с боксерами пробежали 4,5 километра. В принципе, мы всегда бегаем кросс, но сегодня получилось так, что мы еще и помогли природе. Я очень рада, что моя семья участвовала в социально-спортивной программе «Зеленый марафон». И мы пробежали сегодня утром 4,5 километра за 25 минут. И вдвойне приятно, когда нам дали еще такие подарки. Будем сажать цветы. Проект объединяет спортивные и экологические инициативы и рассчитан на вовлечение бегунов разных возрастов и профессий. Такой онлайн-забег проводится в Нерюнгри впервые, и он нашел отклик среди нерюнгринцев. Пробежали марафон около 30 человек. Марафоном мы привлекаем внимание к самым актуальным и важным проблемам и задачам нашего общества. Девиз нашей акции «Каждый шаг – это след». Какой же след оставим мы нашим детям, внукам, что мы сохраним? Поэтому мы считаем, что пора задуматься и приложить какие-то усилия и вклад в будущее. Столица Южной Якутии – очень спортивный город и всегда отличался активными и неравнодушными людьми. И Сбербанк сделал точный выбор, предложив именно городу Нерюнгри включиться в активность зеленого марафона. За каждый километр, который пробежали бегуны, Сбербанк перечислит 1 рубль в фонд «Вклад в будущее» на высадку деревьев по всей России. В этом году в честь своего 180-летия Сбербанк планирует посадить в стране 180 тысяч деревьев. Озеленение Нерюнгри с помощью участников марафона состоялось уже сегодня. Русское дерево такое красивое, поэтому желание здесь больше, чтобы было берез. Вот поэтому мы высаживаем березы. 25 штук, 25 корней, вот таких хороших. Очень надеемся, чтобы они все прижились. Прям вот все делаем с любовью, да, с большой. Для нерюнгринцев прошел действительно важный день. День спорта, день доброй воли и сопричастности к решению задачи по формированию правильного экоследа. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутские стрелки произвели настоящий фурор на 54-м чемпионате Европы по спортингу. Он завершился в Подмосковье. Участниками турнира стали более 240 стрелков из 10 стран Европы. Главным героем чемпионата стал якутский спортсмен, мастер спорта России, неоднократный чемпион страны по дуплетной стрельбе Николай Кобяков из Кобейского Улуса. Якутянин выбил 182 мишени из 200 возможных и завоевал золотую медаль в абсолютном первенстве. Чемпион мира и Европы Аял Макаров
ударов, поразив 180 тарелок, занял в итоге почетное 3-е место. Обладателем серебряной медали стал титулованный стрелок из Венгрии Андрес Черданелли. Еще один ведущий стрелок из Якутии Игорь Егоров вошел в 10-ку сильнейших. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.